Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы расскажем о втором приговоре суда по прогремевшему на всю страну деле. Я не виноват в этом. Это произошло случайно. Жителя Бугульмы второй раз оправдали в изнасиловании собственной дочери. Покажем, как горели дома в челнинском поселке Рябинушка. Как раз сарай горел, они даже в город даже документы не успели вытащить. Пострадал 17-летний парень, спасавший людей из огня. А также хроника дорожных происшествий. Да, она плачет еще. В шоковом состоянии. И права, похоже, недавно получила. Это и не только прямо сейчас. Сегодня Бугульминский городской суд вынес приговор 27-летнему Сергею Кукушкину. Его обвиняли в насилии над собственной полуторагодовалой дочерью. Напомним, история, прогремевшая на всю страну, произошла в октябре минувшего года. Медики выявили у девочки повреждения, говорящие о насильственных действиях. В то время, когда все произошло, мужчина оставался с девочкой наедине. Один раз дело уже доходило до суда, тогда мужчину оправдали, но прокуратура с этим не согласилась и обжаловала такой вердикт, требуя для него 14 лет лишения свободы. Рамиль Шайдуллин о деталях дела и втором приговоре. Он пришел на приговор вместе с супругой и без вещей. Уверяет, ничего противозаконного не совершал. И был уверен, суд это понимает. Я не виноват в этом. Это произошло случайно. Началась эта история 27 октября минувшего года. Тогда врачи, приехавшие по вызову в один из частных домов Бугульмы, обнаружили у ребенка кровотечение. Гинеколог усмотрел у полуторагодовалой девочки травмы, говорящие о произошедшем насилии. Тогда возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Мужчине предъявили обвинение. Но 13 апреля этого года Бугульминский суд счел вину недоказанной и оправдал его, посчитав, что у подсудимого не было умысла надругаться над дочерью. Он и сам уверял, поранил дочь кольцом, когда менял подгузник. Прокуратура в это не поверила. Вердикт обжаловала. И стороны встретились в том же суде еще раз, но дело слушалось уже другим составом. На наш взгляд, доказательств достаточно. Будем их представлять суду и доказывать виновность подсудимого. Процесс проходил за закрытыми от прессы дверями. Дело касается половой неприкосновенности в отношении ребенка. Накануне были прения сторон. Подсудимый сегодня почти дословно повторил, что говорил на последнем слове. Вины перед законом нет, а сам бы мог быть поаккуратнее. Перед ребенком, то, что так неосторожно получилось. Сегодня суд во второй раз счел Сергея Кукушкина невиновным в насильственных действиях сексуального характера и квалифицировал его действия как умышленное причинение легкого вреда здоровью. В ходе судебного заседания стороной государственного обвинения был заявлен ряд ходатайств, начиная с ходатайства об изменении меры пресечения, о замене законного представителя потерпевшей, о назначении повторной судебной экспертизы, о допросе ряда свидетелей, а также о приобщении письменных возражений на действия председательствующего. Все ходатайства стороны государственного обвинения судом были отклонены. В итоге суд назначил Сергею Кукушкину 8 месяцев исправительных работ. Однако от наказания мужчина был освобожден. В зачет пошел срок домашнего ареста. Вердикт прокуратуру не устроил, и обвинение намерено обжаловать приговор. Рамиль Шайдуллин, «Вызов 112». Поножовщиной закончилась ссора в квартире одного из домов по улице Чуйкова. По предварительным данным, вечером 32-летний мужчина вернулся домой к жене нетрезвым. Вскоре между ними вспыхнул конфликт, и мужчина ударил свою 31-летнюю супругу ножом в область поясницы. Женщину экстренно госпитализировали. Нападавший был задержан сотрудниками Росгвардии. Позже он был доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. Возбуждено уголовное дело по факту падения шкафа на 5-летнего мальчика в одном из детских садов набережных Челнов. В больнице у ребенка диагностировали компрессионные переломы 2 грудных позвонков. Проверка, проведенная прокуратурой, показала, крепления шкафа были неисправными. Причем при обследовании другой мебели также были выявлены недочеты. При этом администрация детского сада на это никак не реагировала. Кроме того, руководство учреждения не сообщило учредителю о случившемся, не организовало официальное расследование причин и не обеспечило обследование ребенка в больнице. Травматические повреждения были подтверждены, поэтому ребенок госпитализирован в отделение травматологии. На сегодня состояние ребенка с улучшением, он находится рядом с мамой на этаже. Срок лечения примерно, наверное, недели-2.
Крупный пожар разгорелся минувшим вечером в поселке Рябинушка, что в Набережных Челнах. За считанные минуты огонь охватил несколько домов и надворные постройки на 6 участках. Люди остались буквально без всего. Сгорели строения, все имущество и даже теплицы с урожаем. Выводя людей из горящего дома, пострадал 17-летний молодой человек. Все подробности у Айрата Назипова. А где Флёра Апасова? А где они? Сообщение о пожаре по улице Ульянова в поселке Рябинушка поступило в 18 часов 56 минут. Огонь охватил 3 дома, один из которых сгорел полностью, и надворные настройки на 6 участках. По словам внучки семьи Шариповых, чей дом пострадал больше всего, в момент возгорания бабушка с дедушкой находились дома, смотрели телевизор. Когда почувствовали сильный запах гари, огонь уже успел перекинуться на их хозяйственные постройки. Родственники, узнав о случившемся, приехали к месту пожара практически сразу же и провели всю ночь рядом с родными. Как раз сарай горел, они даже документы не успели вытащить. Мы потом, когда вот все это закончилось, пошли, вот в 2 часа ночи пошли аккуратненько документы. Там прям с крыши капало, прям мы так аккуратненько прошлись, документы забрали. И, к счастью, зал как раз не сильно пострадал. Помимо сгоревших домов, бань и сараев, челнинцы остались и без урожая. Во время пожара огонь перекинулся и на теплицы. Тут, представляете, вот баня, сарай, а у нас, например, в амбаре у нас хранились весь инструмент, а там и там электрические пилы, и рубанки, или как там они называются, я не знаю, но все там было. Весь инструмент, потому что хозяйство, все сгорело. Во время пожара пострадал 17-летний молодой человек. Он выводил бабушку и дедушку из горящего дома. Его госпитализировали с предварительным диагнозом отравления угарным газом. К нам был доставлен бригады скорой медицинской помощи, которая уже начала во время транспортировки оказывать необходимую помощь. Ночь провел он в отделении реанимации. На утро также состояние с положительной динамикой, без угрозы для жизни. Ребенку все это обошлось. И утром тоже был переведен уже в отделение. Пожарным удалось отстоять от огня 6 частных жилых домов, расположенных в непосредственной близости от пожара. Общая площадь возгорания составила 396 квадратных метров. Ущерб еще предстоит подсчитать. На данный момент по факту пожара в поселке Рябинушка прокуратура Автограда начала проверку. Надзорное ведомство совместно со специалистами выяснит обстоятельства и причины случившегося. Но по предварительной версии огонь вспыхнул из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печей. Айрат Назипов, Лилия Гатина, Ильшат Аюб, Рамиль Закиев, Сергей Вильданов и Сергей Кищенко. Вызов 112. Крупная авария произошла на пересечении улиц Большая, Клары Цеткин и Боевая. По предварительным данным, девушка, водитель «Пежо», выезжая на дорогу, пропустила не все автомобили, которые должна была пропустить. И тут же лоб в лоб встретилась с грузовиком. Подробности знает Салават Мухаммадулин. От серьезных травм девушку, управлявшую автомобилем «Пежо», уберегли сработавшие подушки безопасности. Поэтому она отказалась от госпитализации. Не пострадал и водитель «Газона Next». Он рассказал, что девушка выехала с прилегающей территории и не уступила ему дорогу. С этой стороны, короче, машин не было. И она вообще на эту сторону, похоже, не смотрела, то ничего. Я посигналил, 0 внимания. Особенность этого участка дороги в том, что водитель, выезжающий с улицы Большая, должен пропустить автомобили как слева, так и справа. Видимо, засмотревшись на одну сторону, девушка забыла про другую. Как итог, грузовик снес легковушку. Водитель многотонника, имевший приоритет в движении, уже не мог избежать удара. Сколько смог, как что-то машину еще остановить же надо. Я ехал где-то 60-го. Она как-то объяснила, что ли, из-за чего так? Да, она плачет еще. В шоковом состоянии. Права, похоже, недавно получила. Теперь девушка на собственном опыте узнала, к чему приводит невнимательность на дороге и пренебрежение правилами движения. Доказать свою правоту в этом происшествии ей будет весьма проблематично. Салават Мухаммадулин, Айрат Назипов, Наиль Абдулин. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятые вами. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.